Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на май 2020 года для раков. Посмотрим месяц по 3 декадам. Основная энергия месяца по 8 мечей проходит. Это первая часть месяца. Это вторая. И это третья. Заключение месяца. Итак, 8 мечей для раков на целый месяц говорит о том, что будет очень трудно оторваться от привычного, особенно от привычного мышления, мировоззрения. Вот не какие-то обстоятельства нас сдерживают, а мы сдерживаем сами себя своими старыми убеждениями, привычками. Может быть, здесь, конечно, и есть обстоятельства, какие-то вмешиваются. Вот у нас здесь мельница на заднем плане, да, но все остальное вот в нашей власти, то есть очень мало обстоятельств вмешивается, больше все-таки мы сами себя загоняем в какие-то рамки, боимся идти вперед, боимся оставить тех людей, которые нам, может быть, даже вредят, понижают нашу самооценку, боимся оставить работу, которая не дает нам выразить себя, вызывает кучу у нас ограничений, не дает зарабатывать как нужно, не дает развиваться, а мы все равно за нее держимся. Карта говорит о том, что нужно полагаться не на людей, не на обстоятельства, не на какие-то внешние вещи, да, нужно полагаться на себя. Вот этот столб, он символизирует нашу внутреннюю уверенность, наш стержень. То есть если и привязываться к чему-то, то к своему вот этому внутренней вере в себя. И тогда не будет никаких преград. Эти преграды, они по сути ничего не стоят. Мы легко можем выйти из вот этой ситуации. Нужно отказываться от жертвенности раком в этом месяце, это 100%. То есть единственное, что сдерживает, это ощущение себя жертвой обстоятельств, либо, может быть, когда мы говорим, что какие-то люди нам мешают развиваться, там кто-то что-то нам не разрешает, запрещает и так далее. То есть это все лишь отговорки, просто они говорят о том, что есть страх для того, чтобы идти вперед, идти в будущее, и мы никак не можем себя заставить, и как бы если мы все-таки не решимся, да, мы можем многое потерять. 8 все-таки это проверочная карта. Насколько мы вообще готовы вкладываться в свою жизнь, чтобы жить хорошо. То есть если мы сдаемся, если мы боимся идти в будущее, то и награды никакой судьба нам не дает. То есть одни проблемы тогда будут, и вот это ощущение того, что мы жертвы обстоятельств, оно так и будет сохраняться. Вообще карта, конечно, очень позитивная, если вот ее рассматривать именно с такой стороны. Потому что 8 мечей – это карта астрологически связанная с Юпитером в Водолее. То есть если мы движемся дальше, если мы развиваемся, обучаемся, если мы находим для себя вот какую-то нишу, которая нам позволит все-таки как-то заявить о себе, которая позволит выйти на новый уровень. И если мы разрешим себе освободиться от старого, то здесь уже нас не остановишь. Да? То есть мы вышли на новый уровень, и дальше уже для нас нет ограничений. То есть очень сложный вот этот переходный момент, очень сложно сделать этот первый шаг. Карта говорит о том, что, может быть, даже будут решаться какие-то вопросы с иностранцами или с заграницей. Это карта, которая говорит о том, что, может быть, нужно организовывать там, бизнес в онлайн, допустим, да, или учиться проводить вебинары, или какую-то вот школу, может быть, свою создать, или рекламу нужно давать, или, в общем, какие-то тексты о себе писать. В общем, что-то нужно делать такое, что вы не привыкли, но оно бы вам помогло выйти на новый уровень, зарабатывать, обрести новый статус и так далее. Эта карта также говорит о том, что нужно как можно больше свободы себе дать. Вот нужно себя выражать так,
как вот душа ваша велит. Не нужно смотреть ни на кого. Вот здесь как бы ваше слово, ваше ощущение вот собственной свободы выходит на первый план, и здесь уже никого не нужно слушать, потому что все, кто вас сдерживают, они вам только плохую службу сослужат. А первая часть месяца, первые 10 дней месяца, 7 мечей. Опять же, мечи, да? Так и будет вам хотеться уйти из этого состояния. Смотрите, тут 8 мечей, а тут 7, да. То есть 7 это когда переходный такой этап, самый кризис, когда нам хочется все-таки свернуть, да, с того пути, на который нам жизнь указывает. Мы все-таки не хотим соглашаться с обстоятельствами, которые идут в нашу жизнь. Мы не хотим ничего менять. Мы хотим как-то вот извернуться так и все оставить, чтобы все оставить как было. И вот, скорее всего, раки будут вот в течение этих 10 дней первых бороться с собой. 7 мечей, карта, которая говорит о том, что будет именно нестабильное такое внутреннее состояние эмоций, да, подверженность очень сильно эмоциям. Но все-таки, если справимся, то и награда будет высокая. Вторая часть месяца у нас старший аркан колесо фортуны, замечательная карта, которая говорит о том, что если справимся, жизнь нам открывает новые горизонты, новые перспективы. Это как раз вот самое лучшее развитие вот этой 8 мечей карты. Это как раз и будет у нас колесо судьбы, колесо фортуны. Карта говорит о том, что, скорее всего, будет удача в работе, будет решение каких-то важных юридических вопросов. Если нужно подписывать бумаги, тоже все хорошо сложится. Выигрыш в суде. Если решаете вопросы, связанные с заграницей, тоже тут что-то решается. Может быть, вопросы валюты, да, может быть, покупка-продажа валюты как-то вам позволит выиграть. Также эта карта все-таки какого-то продвижения очень такого резкого, неожиданного, которое идет по судьбе. Также карта, связанная с иностранными языками, может быть, кто-то начнет учить языки для того, чтобы продвинуться в профессии. Но в любом случае здесь какой-то новый период и очень удачно начинаются. Кстати, вот по этой карте очень часто сбываются какие-то предсказания, сны. Вот, допустим, приснился сон какой-то вещи, да, может быть, вот в начале мая, да, и вот в середине может уже исполниться. Либо более ранние какие-то предсказания, которые вам давали, вот начинают исполняться. Очень хорошая карта для того, чтобы менять жизнь. Самое главное, нужно все-таки включаться, потому что даже если шансы нам дает судьба, это все-таки у нас счастливый случай, а счастье не дается насильно, то есть мы все равно должны в этом участвовать, мы все равно должны как-то входить в ситуацию, вкладываться, да, вот самое главное участвовать. Если будем ждать, когда просто на нас должно что-то свалиться, да, вот здесь эта удача может быть просто упущена. Теперь, кстати, десятка – это у нас карта судьбы, а судьба у нас всегда лишь только на 30% проигрывается. Это еще древние астрологи китайские говорили, что у нас третья часть по судьбе, по светилам проигрывается, да, то есть наша судьба зависит на треть от того, как у нас судьба распорядится. Еще 1/3 зависит от нас самих, как мы это все воспримем. И еще 1/3, последняя, зависит от того, кто нас окружает, какие люди, какая семья, какие друзья, кто на нас влияет и где у нас опора. Да? То есть вот что бы ни происходило в жизни, что бы нам ни давала судьба, хорошего даже, мы можем сами все либо улучшить, либо испортить. Точно так же мы можем поддаться, вот, кстати, здесь про окружение говорится, да, поддаться негативному настрою своего окружения и тоже профукать счастливые возможности. То есть нужно быть внимательными. Теперь третья декада, последняя часть мая. Опять же, старший аркан – сила. Ну, если воспользуемся всеми этими возможностями, конечно же, набираемся силы. Это карта, когда мы уже засветились, когда что-то осуществили,
и стали заметными. Карта хорошая для того, чтобы вот во всей красе себя показать, какие-то проекты закончить, какие-то соглашения заключить с важными людьми, решить какие-то вопросы там с государственными чиновниками, какие-то бумаги, договоры заключить. Может быть, кстати, вот по этой карте тоже выигрыш какой-то. Может быть, выигрыш в соревнованиях, в конкурсах, может быть, даже просто денежный выигрыш, потому что эта карта у нас связана с Солнцем, или подарок какой-то большой, который придет там от мужчины, допустим, какого-то статусного, допустим, там отец, дедушка, либо начальство, да, то что-то такое тут очень даже хорошее приходит. Кроме того, по этой карте, вообще это карта счастья, да, то есть мы довольны тем, как мы прошли этот месяц, и вот испытываем самое настоящее счастье, удовлетворение от того, что у нас получилось. Эта карта также влюбленности. Если у вас уже есть пара, то как бы отношения такие становятся более яркие. Если нет пары, то встреча как раз человека, с которым может быть такое яркое чувство, начало отношений, пока они еще на стадии влюбленности, пока они еще свободны, когда еще нет мыслей там о браке или еще о чем-то, да, то здесь вот как бы такое вот творческое какое-то настроение. А также карта говорит о том, что может быть какое-то пари вы выиграете, да, или может быть, если вот кто-то в спортивных соревнованиях участвует, тоже здесь может быть выигрыш. Ну и, конечно же, карта связана с детьми, да, если есть детский вопрос какой-то, тоже все здесь разрешается очень даже хорошо. Вот когда мы показываем себя, когда мы берем на себя какую-то ответственность и выполняем свои обязанности, когда мы как-то вот публично заявляем о себе, очень удачно вот именно в конце мая это сделать. Давайте посмотрим отношения на май для раков. Сначала те, кто в поиске партнера. Замечательная карта пятерка чаш. Она у нас считается кризисной, и очень хорошо, что она выпала для тех, кто как раз не в паре, да, то есть у вас как раз переход такой идет, видите, такой замечательный мост, очень основательный, да, и мы легко можем перебраться с одного берега на другой. Хотим по мосту, хотим вот в лодке, да, то есть как хотим, то есть есть возможность перехода из одиночества вот в такие отношения. Причем, так как карта кризисная, карта перехода, это как раз вот и есть вот возможность такая в мае раком встретить своего человека. Давайте посмотрим для тех, кто в паре. Здесь шестерка чаш у нас выпадает. Карта тоже хорошая, да, карта говорит о том, что мы возвращаемся к каким-то прошлым своим чувствам, эмоциям в паре. Если, допустим, у нас была большая любовь, там страсть и так далее, да, вот эти вот чувства все возвращаются. Кроме того, может быть какие-то эмоции, связанные с домом, может быть, какие-то торжества, праздники, может быть, кто-то будет приезжать из тех людей, которых вы давно знаете, это добавляет каких-то эмоций. Вообще у нас шестерка чаш – это Солнце в Скорпионе. То есть получается так, что вот Скорпион – это у нас как раз вот часто прошлое. Вот что в прошлом у нас было? Было счастье в прошлом, значит, возвращается счастье. Были какие-то сложности в отношениях, значит, могут вернуться сложности. И тогда здесь нужно быть осторожными. Карта все-таки здесь побеждает чем? Если мы хорошо относимся к близкому человеку, если мы дарим там подарки, какие-то праздники организовываем, да, просто дарим счастье, то тогда даже какие-то негативные события можно вывести в позитивные. Все будет хорошо. Теперь посмотрим для тех, кто в ссоре. Ну, здесь замечательный шанс помириться, причем надолго, да, закрепить эти отношения. Но опять же, только шанс, от вас зависит. Хотите миритесь, хотите нет. Смотрите, вот ограничения, да, у нас по главной карте идут. То есть, если вы сами себя сдерживаете, то может и не получиться. В общем, нужно здесь, это же все-таки у нас карта мечевая, главная, да, очень много может быть мыслей, каких-то обид,
которые сдерживают. Нужно сначала с ними разобраться, да, тогда есть шанс помириться. Если же с этими же обидами, с этой же зависимостью снова идти в отношения, то как бы, ну, ничего тут хорошего и не получится, да, то есть нужно сначала решить вот главный вопрос. Давайте посмотрим работу для тех, кто в поиске работы. Восьмерка жезлов. Замечательная карта, когда у нас какие-то наши прошлые усилия, шаги, они увенчались успехом, и просто удача во всем нам способствует. Просто уже все происходит само собой, и мы лишь только успеваем реагировать. Либо мы можем сразу в нескольких направлениях искать работу и будем выбирать, либо, может быть, просто, допустим, нашли работу, тут же нас пригласили, уже мы работаем, тут же уже заработок мы можем какой-то получить в мае, то есть, ну, как бы все ситуации такие очень быстро разворачиваются и нам на удачу, на счастье. Восьмерка жезлов, она все-таки у нас связана с Меркурием. Это Меркурий в Стрельце астрологически. То есть как можно больше информации, как можно больше контактов, коммуникаций, везде рассылать резюме и иметь, конечно же, высокое представление о себе самом, о своих целях и планах, да, то есть вот как бы на высоте быть, тогда будет все удачно. Для тех, кто уже работает, у нас выпадает паж чаш, карта говорит о том, что здесь все-таки обновление. Либо для вас все еще продолжается отпуск, да, может быть, для кого-то и не продолжается, для кого-то это может быть просто месяц отпуска, и вы наслаждаетесь домашним уютом и так далее, да. Кстати, здесь вот, может быть, на даче вы этот месяц проведете, не работаете, да. Если же вы работаете, то это работа с удовольствием, когда вы на подхвате, когда вы как помощник, когда вы реализуете какие-то вот свои качества творческие, когда вы хорошо общаетесь, когда вы на работе, как дома, либо из дома работаете, да. Может быть, здесь тут частичная занятость, не полностью, да, но все-таки здесь какое-то удовольствие у вас от работы есть. Может быть, эта карта не денежная, может быть, не того вы хотели, что вам жизнь дает, но радуйтесь тому, что есть. Это все-таки выход, да, это все-таки вашей реализации. Если сейчас это в каких-то небольших масштабах, потом это все будет улучшено, увеличено. Для тех, у кого свое дело, у кого свой бизнес, старший аркан, влюбленные. Карта говорит о том, что, может быть, найдется какой-то партнер у вас новый, вы заключите именно такие партнерские соглашения. Может быть, вы будете начинать новое направление, делать выбор и не будете знать, то ли оставить старое и новое развивать параллельно, то ли вам нужно вообще от старого отказаться и только новым заниматься. Но карта говорит о том, что вам все-таки лучше сразу в двух направлениях двигаться. Там, где у вас уже налажено, оно все вроде бы идет само собой, может быть, что-то подрегулировать. И все, да, и в основном концентрация идет на новом направлении, которое будет очень удачно. Вам в этом сама жизнь помогает, и она же вас вот толкает. Смотрите, даже здесь вот по цветущим вот этим деревьям можно сказать, что вы сразу в двух направлениях можете начать процветать. Тем более, видите, здесь красный цвет, то есть здесь нужно основную энергию сюда направить, а здесь зеленый, то есть тут уже спокойно все происходит. Но в любом случае вот эта карта еще может быть не денег, да, но в будущем они обещаны. Финансы посмотрим для раков. На май двойка жезлов. Карта говорит о том, что здесь все только начинается. Естественно, когда мы что-то начинаем, денег еще здесь как бы не особо, да, они лишь только у нас обещаны в будущем. Но так как это жезлы, то есть мы очень быстро двигаемся, развиваемся, у нас тут коммуникации, мы находим нужных людей, нужные проекты, нужные направления, и деньги будут, но вот немного
попозже, да, то есть это будет уже как результат наших вот этих действий. То есть карта призывает к сотрудничеству, к знакомствам, коммуникациям. Карта призывает новые цели начать реализовывать, новые направления в финансах искать, обучаться и так далее, и так далее. То есть вот это все нужно для того, чтобы в будущем зарабатывать. А в этом месяце, конечно, будут не очень большие тут доходы по этой карте. Но если вы будете, вернее, если вы уже наработали, допустим, клиентов себе, то все равно как бы достаточно тут денег приходит. Все-таки двойка жезлов – это опора на других людей, это опора на клиентов, на их возможности, да, все-таки вы здесь не бедствуете. Просто такого прорыва нет, а вот от того, что вы начали в этом месяце, финансы придут дальше, уже позже. Посмотрим совет для раков на этот месяц. Нужно смело двигаться в новом направлении. Как бы ни было трудно оставить то, что есть, то, что уже наработано, это необходимо просто сделать. Восьмерка говорит о том, что жизнь не отстанет, и тут выбора особо нет. Если сейчас не перестроиться, уйдет момент, уйдет время, и уже потом не будет такого результата, как если бы вот вы сами по собственной инициативе, да, вот видите чаши, по настроению, да, из любви к себе стали менять свою жизнь. Карта говорит о том, что нужно обязательно действовать, нужно обязательно менять направление. Видите, даже здесь вот пути железнодорожные, да, тут стрелки, да, вот как бы развилка. Получается, что поезд перешел на совершенно новый путь. Тем более, что он уже как бы уходит, да, то есть нужно успеть вот именно воспользоваться этим шансом. Вообще карта очень интересная, вот эта, она говорит о том, что сейчас вот жизнь создала ограничения, специально такие ситуации зажала вас в каких-то обстоятельствах для того, чтобы вы свою жизнь поменяли. И это вам на благо. Друзья, желаю прекрасного месяца, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Здоровья вам и счастья, всего доброго, до новых встреч.